Здесь разные и красивые небоскребы, но это не город Нью-Йорк. Здесь всегда солнечно, но это не Барселона. Здесь вокруг экспаты, но это не Ванкувер. Для меня он ассоциируется со свободой. Все здесь экспаты. Здесь очень много возможностей. Хайдажерсен, Атамейкен. Какой же это город, вы догадались? Если нет, то это Дубай. Самый красивый и современный город. Самый манящий город, куда хотят попасть миллионы людей. И сегодня вас ждет история. Наша история из города Дубай. Я по специальности программист и работаю в индустрии мероприятий, ивент-индустрии, и связана с программированием. Я занимаюсь тем, что я делаю приложения для больших мероприятий, стенды и шоу, такие как Экспо, и на семинарах, больших семинарах каждому бизнесу нужны свои стенды, которые будут говорить об этом бизнесе. Я занимаюсь этим. Мой рабочий день из моей рабочей недели, это я просыпаюсь. Я, кстати, просыпаюсь в 6 утра, и моя работа начинается в 9. До работы я стараюсь учиться. 2 часа я стабильно уделяю учебе каждый день. После я готовлю завтрак и иду на работу. Чему я учусь каждое утро? Это программированию, разным вещам, что помогают мне развиваться и быть лучшей версией себя, такие как продуктивность, планирование жизни, использую разные тактики, стратегии. Позже к 9 я иду на работу и сижу там до 6. Вот. С 9 до 6, час на обед. На работе я работаю, но в основном в моменты сезона, как сейчас, что происходит? Слишком много проектов, и с 9 до 6 ты занят определенным проектом. Когда нет сезона, то мы занимаемся research and development. Это означает, что мы ищем новые технологии, которые мы можем внедрить в нашу работу и в как предоставить новые инсталляции в нашей работе. К примеру, мой последний research and development, это был захват движения и перенос это на аватар в реальном времени. После к 6 я иду домой, доезжаю к 7, потому что в Дубае очень много пробок, особенно в районе, где много туристов. Вот в этих районах пробки может простоять до часу. Прихожу домой, убираюсь, готовлю кушать на следующий день, ложусь спать, чтобы снова встать в 6 утра. Каково быть экспатом в Дубае? Вначале я думала, что будет сложно, все будут замечать, что именно ты экспат, что ты не местный, и будут какое-то особенное отношение к себе. Но как только я приехала сюда, все здесь экспаты, очень сложно найти локальных жителей, которые здесь выросли, и граждане этой страны. И получается, как сказал мой коллега, здесь все гости этой страны, и все уважают эту страну и друг друга. Так что я как таковой дискриминации как таковой дискриминации я не сталкивалась. Так что все в принципе хорошо и даже как-то завораживающе, потому что с каждым человеком, с которым ты говоришь, это человек с другой стороны, с другой историей и другой культурой. И происходит обмен культурой. В общем, мне очень нравится. Какими трудностями встречаются экспаты в Дубае? Мне кажется, первое, что приходит ко мне в голову, это переработки и то, что ты не защищен от них. То есть с кем я не разговариваю, все занимаются, все перерабатывают, и здесь нет никакой компенсации за переработку, ничего. То есть ты перерабатываешь, если ты хочешь оставить свое рабочее место. Но это зависит от компании, конечно же. Есть лояльные компании, которые компенсируют твою переработку тем, что дают тебе оплачивают переработку, либо дают тебе day off, выходной, за место того, что ты переработал. Либо есть хорошие компании, где есть хороший баланс между работой и жизнью. Первое, что пришло в голову, это переработки. Второе, это есть английский, это не такой
английский, как в Америке и в Британии. То есть он не такой чистый. В основном ты будешь общаться с индусами, пакистанцами, индийцами точнее, и пакистанцами, и их английский такой непонятно, у них своеобразный английский, и вы будете пытаться друг друга понять. Как разговорный здесь прокачать можно, но это будет не тот английский, который в Америке, конечно же. Культура как таковой, здесь нету такого, что ты теряешь свою культуру, то, что ты забываешь о ней, потому что здесь люди, здесь есть сообщество казахов, здесь есть сообщество китайцев, и они все собираются вместе, и как-никак пытаются поддерживать связь. Кстати, интересная вещь, которая произошла, мы один раз ехали на Пальму, и там бывают поющие фонтаны. И поющий фонтан пел песню «Атамекен», да? «Кайда жерсен, Атамекен». Вот. И в Дубае поющий фонтан включает эту песню, и фонтан танцует под эту песню. У меня был такой шок. Это означает то, что тебя никак не ущемляют, и Дубай в целом открыт для разных культур, и все поддерживает. Что такое Дубай? Для меня он ассоциируется со свободой, с много работы и очень много друзей с разных стран. В основном я бы не назвала это домом, и он в теории вообще не может стать домом, по-моему. А так, да, только работа. Какие плюсы и минусы Дубая, что мне понравилось и что не понравилось? Изначально, когда только приехала, мне нравилось все, но мне не нравилась именно погода и то, что нету природы вообще, от слова вообще. То есть мы приехали где-то летом, это был пик сезона, летнего сезона, и было настолько жарко, что когда ты гуляешь, нету ветра, и ты как будто в бане или в сауне, тебе даже дышать нечем, нету свежего воздуха. Нету природы ведет к тому, что город вообще не сделан для пешеходов. Есть классный асфальт, а рядом нету пешеходного перехода, либо тротуара, там только песок, и не прогуляться. Из-за этого я начала меньше гулять. Когда я любила в Алмате гулять, хотя бы пройти, здесь вообще такого варианта нету. Вот. Это, кажется, самый минус, который есть в Дубае для меня. Из плюсов здесь все можно заказать, здесь все в доступности вот так, один клик. То есть я могу заказать еду, я могу заказать салон красоты на дом, и я могу заказать все, что угодно, клининг я могу заказать. Здесь все такое доступное в этом плане. Почему вначале все говорили то, что это будет очень дорого, в Дубае жить дорого. Могу согласиться насчет аренды, то, что да, она дорогая, но можно еще поискать и найти дешевле. А в принципе, с местной зарплатой здесь очень хорошо жить. Учитывая то, что не будешь каждый день ходить в рестораны, кушать, если будешь готовить сам себе, жить бюджетно, нормально, то вполне даже можно отложить и жить хорошо. Что еще из плюсов? Это новые знакомства, много новых людей. И здесь очень много возможностей на самом деле. Я, кстати, видела людей, то есть мои соседи, например, парень 19 лет, он бросил университет и переехал сюда к своему брату, начал работать как удаленно, сам по себе, начал делать дизайны, начал больше общаться с людьми, нетворкинг. И так нашел себе работу и даже зарабатывает нормально, устроился на официальную работу. То есть как люди делают, какая стратегия, это то, что они приезжают сюда как туристы, живут, но не просто отдыхают и так далее, они ходят по собеседованиям, раздают свои портфолио, резюме и так находят работу. То есть здесь очень много возможностей, если ты супер активный и супер зажженный. И главное не сдаваться, в принципе. Даже если у тебя нет английского, если ты знаешь базово, ты можешь понять, то все классно, все хорошо. Здесь очень много возможностей. Как попасть в Дубай? Первая стратегия, это как делал мой сосед, можно просто приехать по факту, хотя бы иметь свое резюме и портфолио, и идти ко всем компаниям, просто идти, либо звонить, либо общаться с людьми. То есть ты можешь просто... Здесь есть такие small talk, ты можешь просто подойти и спросить: «Здравствуйте, как ваш день?
вам случайно не нужны вот это, отдать свою визитку, и рано или поздно ты реально понадобишься. Здесь бывает нехватка кадров в сезон. В общем, приходить по факту и искать работу. Второе, либо можно подаваться удаленно, проходить все вот эти стажировки, проходить онлайн интервью и также получать свой оффер. Кстати говоря, здесь всегда будет действовать релокация, потому что никому не дается, как сказать, гражданство, но даются только рабочая виза. То есть для компании нормально тебя перевозить и давать тебе визу, и давать тебе билет домой один раз в год. В общем, все бенефиты здесь, все это соблюдается. Я бы посоветовала развивать свой нетворкинг, то есть общение с людьми, находить больше знакомых, и хотя бы, чтобы каждый как-то краем уха знал, чем ты занимаешься, потому что от этого не убудет, и развиваться. Как я попала в Дубай, я училась на 3-м курсе, и я работала удаленно. Есть алматинский офис моей компании, и я работала удаленно и делала по заказу разные модели, разные анимации для компании. И в один момент мне сказали: можешь помочь с этим приложением? Мне дали на это месяц. И за месяц я выучила приложение, выучила специальный софт и сделала приложение. После я созвонилась с главой этого офиса в Дубае и говорила с ним. И ему понравилось то, что я так быстро все схватила, и то, что я так быстро сделала приложение. Больше всего ему понравилось то, что я сама находила ответы на свои вопросы. То есть я не задалбливала его вопросами, как это сделать, что сделать, а больше, типа, у меня получается, возникает вопрос, я сразу ищу ответ. Или я предоставляю 3 ответа и прошу у него не конкретно, какой будет ответ, а именно из вариантов выбрать правильный. И он созвонился, мы созвонились, посмотрели, что, как я сделала. И в тот же вечер он сказал: не хочешь приехать в Дубай? И сначала мои родители думали, что это эскорт. Но нет. Я думала сначала, что я еду на стажировку, как обмен опыта на 2 месяца, потому что мне оплатили билет. Мне оплатили билет, кстати, предоставили отель и дали командировочные, то есть все официально, на 2 месяца. И 2 месяца я работала здесь, стажировалась, училась на реальных проектах. После им понравилось то, что я очень трудолюбива, то, что я скорее нахожу сразу ответ самостоятельно и решаю свои проблемы. Потом ко мне подходят и говорят: хочешь остаться в Дубае? Я говорю: ладно. Я даже не окончила университет к этому времени, я была на начале 4-го курса, если не ошибаюсь. Я договорилась со своим университетом, то, что я могу учиться удаленно, и моя работа будет закрывать практику университетскую. В общем, я работала, набиралась опыта и училась одновременно. Получила диплом и уже полностью сюда перевелась. Какие 3 места я посоветую для посещения в Дубае? Однозначно это пляж, но я не советую идти на пляж на Марине, потому что тут слишком много туристов. Я советую именно Кайт-Бич, там очень классная велодорожка, там очень спокойно, чисто. Или Ламер пляж тоже. Они все, кстати, бесплатные. Там меньше туристов, меньше суеты и больше такой атмосферы. Второе место, которое я посоветую, можно сходить в Дубай Молл 1 раз, но я не советую задерживаться в моллах, потому что вы приезжали не для покупок, если вы как турист, и сами местные в Дубай Молл уже не ходят. Вот. Но посмотреть на то, какое здание может быть, как даунтаун вообще огромен и красивый, да, можно сходить в район даунтауна, Дубай Молл, там все это близко находится. 3-е место, которое я посоветую, я бы посоветовала не задерживаться в Дубае, то есть можно поехать в Абу-Даби, и это где-то в часе езды, и обязательно сходить в мечеть Шейх Заида. Она очень красивая, очень большая, и такое место спокойствия, что ли. Но лучше ходить очень рано, пока туристов все-таки не будет так много. Вот, 3 моих любимых места.
каково быть казашкой в Дубае, как относятся ко мне как к казашке. Первое, к чему все удивляются, это ты казашка, и они думают, что я китаянка или японка. Но потом я говорю, что мы азиаты все на одно лицо, и только сами азиаты различают азиатов. После мне постоянно спрашивают, второй популярный вопрос, почему ты говоришь на русском, хотя ты казашка. Меня очень... В Казахстане меня вообще не волновал этот вопрос, все говорят на русском и мешают с казахским. Но именно здесь он меня очень задевает, потому что я сама начала осознавать, почему я, будучи казашкой, говорю на русском. И я стараюсь больше практиковать казахский, я стараюсь больше говорить на казахском. И третий популярный вопрос. Правда ли, что мы едим лошадей? Я говорю да, и один араб ко мне подошел и сказал, у меня есть лошадь, но я не хочу ее есть. Я говорю, ну так не можешь не есть. Это наша культура, в чем проблема? Вот. Ну каково быть казашкой? Я горжусь тем, что я казашка. И нет такого, то, что я, знаете, стесняюсь своей культуры, нет такого, то, что я боюсь говорить, что я казашка, и разговаривать на казахском, наоборот. Я рассказываю про свои традиции. Кстати, насчет этого, у меня есть соседка, пара, они японцы. Они не знали ничего о Казахстане, и я их повела в местный магазин, местный ресторан казахский. Он только открылся, называется Алматы. И мы там сидели, и они ели и баурсаки, и беш, и курдах, и кмыс, и чай ташкентский. И им все понравилось. И они хотели узнать больше о Казахстане. Потом этот японский сосед начал учить казахский, и каждый раз здороваться со мной на казахском, говорит «доброе утро», «спокойной ночи», а я говорю ему на японском. И вот так культурный обмен происходит. Дошло до того, что я поехала с его женой в Казахстан, и она жила со мной целую неделю. Она не видела никогда столько снега и не видела никогда минус 40, минус 35. И она впервые в жизни, в 26 лет, сделала себе снеговика. Вот, никогда не видела. И ей больше всего понравилось вот это гостеприимство. То есть мы когда поднялись на Байтерек, первое, что мы сказали, это типа, ну не Бурдж-Халифа, ну пойдет. И она просто назвала Астану миленьким маленьким городом, который развивается. Вот, ей все понравилось, ну, город как город, но больше всего ей реально понравились мои родственники, вот это hospitality, то, что... И эта японская подруга, она не выглядит как японка, просто азиатка. И она говорит, что в Дубае, в Америке она не вписывается, потому что слишком азиатка. В Японии не вписывается, потому что слишком европейка. А в Казахстане самое то, и к ней обращались на казахском. В общем, она была местной там. В общем и целом, мне очень нравится, и я никогда не буду слиться с того, что я казашка. Почему казахскому я скучаю? По продуктам, по большей части молочные продукты, потому что здесь есть молочные продукты, но они какие-то не натуральные, вкус у них какой-то, как сухое молоко разбавили с водой. И я очень скучаю по нашим фруктам, то, что у нас все мясо, все вот это вкусно, хорошее. Больше всего я скучаю конечно, по родственникам. И, в принципе, по погоде. Да, то, что в Казахстане очень разнообразная погода. Есть все 4 сезона. Есть и лето, и осень, и зима. И они прям, если сезон, то это полноценный сезон. То есть летом может быть плюс 30, зимой может быть минус 30. И ты чувствуешь вот эту смену погоды изнутри. Часы изнутри меняются. И ты более тоже развиваешься вместе с природой. А здесь, так как каждый день круглосуточно солнце и тепло, чувствуется как вечный сон, и ты не чувствуешь время, то, что оно идет. Вкупе с работой дни вообще пролетают очень быстро, как и года. Так что я очень скучаю по природе казахской, по зелени, по еде и по родственникам. Какие бы 3 вещи я переняла из Дубая и привезла в Казахстан? Интересно. Я бы развила больше customer service, службу как обслуживание, то есть чтобы все были подобрее чуть-чуть, потому что когда здесь приходишь в магазин, к тебе сразу тебе помочь или чем я могу вам помочь, пожалуйста, говорите, если у вас вопросы. А в Казахстане, когда ты заходишь в бутик, что зашел, зачем зашел?
Не видишь, я здесь в телефоне сижу. И очень чувствуешь вот эту вот, то, что они недовольны своей работой. То, что мне не нравится в Казахстане, это то, что люди, то, что я заметила, люди хотят сразу все и сразу. То есть они хотят сразу хорошую работу, но они не хотят для этого стараться. То, чтобы я посоветовала или переняла отсюда в Казахстан, это трудолюбие, больше трудолюбия. Я не говорю обо всех. Вот. Хотела бы сказать общественный транспорт, но здесь он не особо развит. Но само метро, концепция метро очень хороша. Вот бы достроили у нас ЛРТ, было бы вообще классно. И я бы хотела перенять, чтобы Казахстан перенял больше открытости и мультикультурности. То есть у нас уже есть мультикультурность, но она очень зациклена только на Центральной Азии. Я бы хотела, чтобы было больше Европы, больше открытого для всего. Кажется, в купе с нашей гостеприимностью это будет очень хорошо влиять на развитие страны. Я как-то давала интервью детям из Достыка, это образовательный центр в Караганде, в котором я обучалась сама. И я им хотела сказать то, что у вас нету границ, границы только в вашей голове. И то, что у вас реально все получится, если грамотно подходить к своей работе, быть ответственным. Так что я имею в виду то, что да, я могу как-нибудь помочь Казахстану тем, что я буду вдохновлять других, особенно нашу молодежь, и говорить им то, что усердный труд всегда окупается. Если даже путешествую по миру, я бы хотела оставаться в Казахстане, я бы хотела оставаться со своей семьей. И у меня даже была идея преподавательской деятельности в Казахстане, преподавать в своем же университете, в котором я училась, чтобы передавать свой опыт, не только опыт как и работы, но так и общения и в целом бытия за границей студентам моего университета. Я мечтала быть в детстве, не знаю почему, программистом. И программистом именно в Гугле после фильма «Стажеры». Им было очень весело, и мне понравилось, что их бесплатно кормят на работе. И я решила почему, что буду программистом в Гугле. После, где-то в подростковое время, я перестала об этом думать. Для меня это казалось недостижимым. Где я, где Google. Но переехав сюда и получив свою работу, и поняв, что возможностей на самом деле очень много, и всего можно добиться, я снова хочу стать программистом в Гугле, допустим. Но в целом я бы хотела, моя мечта была быть самостоятельным человеком и помогать своим родителям. Чего я добилась, я реально очень счастлива. Счастье для меня – это жить в гармонии, не чувствовать никаких конфликтов внутри себя. Счастье для меня – это быть здоровым и иметь возможности, и видеть эти возможности, и иметь возможность брать эти возможности, то есть обучаться, использовать все, что у тебя есть. И счастье для меня – это то, что мои близкие все здоровы, все живы, и это все, что мне нужно. Я жалею о том, что я не училась усердно раньше, и то, что я очень рано сдавалась раньше. Очень... Когда у меня что-то не получалось, я просто говорю: окей, у меня просто нет предрасположенности к этому, это не мое. Я находила 1000 отговорок. Но мне кажется, тяжелая работа, даже не тяжелая, а работа с умным подходом и консистенси, цикличный подход к своей задаче все окупает. Здесь главное работать в марафон, а не краткосрочные цели. И всегда развиваться. То есть я всегда думала, что я выберу вот это и буду только заниматься этим. Но я жалею о том, что мой кругозор был очень узкий. И я не была открыта к миру. Но после приезда в Дубай, после встречи с стольких людей, я понимаю, что мир огромен, какие возможности. И мой кругозор стал больше. Какие бы 3 совета я дала 16-летней Авиде? Я бы сказала: никогда не сдаваться,
не делить все на черное и белое, быть более открытым ко всему. В плане не думать, что вот, я люблю рисовать и буду только художником. Как оказалось, я очень хороший разработчик. И быть более добрым к себе и ко всем остальным. У каждого своя история, и каждый справляется со своими проблемами. Пожелание зрителям – это будьте осознанными, следите за своим здоровьем, высыпайтесь и правильно питайтесь. И учитесь хотя бы полчаса в день чему-то новому. Передаю привет своей маме, своему брату и всем своим родственникам. И хочу поблагодарить своих преподавателей в университете. Хочу поблагодарить в первую очередь Дулата, который дал мне пинок под зад и возможность, и вдохновение. И за его очень хороший art direction направление и в целом направление по жизни. Все.